Самые главные и актуальные новости дня. В эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». Сегодня понедельник, 20 марта. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о всех последних событиях на полуострове и в мире. Делегация депутатов Европарламента в Крыму. К чему приведет этот визит? Переговоры вел как минимум с 20 людьми. У всех был один и тот же ответ. Мы довольны, мы рады, что так случилось. В Судаке строится детский сад на 260 мест. 166-летие выдающегося крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского отмечают в Крыму. Я считаю, что его труды знать необходимо, особенно сейчас, потому что всю свою жизнь он посвятил просвещению. Делегация депутатов Европарламента продолжает следить за ситуацией на полуострове. Представители делегации уже встретились с первыми лицами республики, общались с местными жителями. В Государственном совете гости приняли участие в совещании, где они интересовались жизнью крымских татар. Детали в сюжете Алимека Ибулаевой. Данные визиты для Крыма становятся традицией. Полуостров уже неоднократно посещали политики из разных стран. На этот раз прибыли депутаты Европарламента. Они уже посетили Ливадийский дворец в Ялте, где сотрудники учреждения провели для гостей экскурсию и рассказали о ходе Ялтинской конференции 1945 года. Также им представили посвященные этому событию экспозицию. С иностранными политиками встретился и депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Западная пропаганда дала трещину. И чем больше масс-медиа западные пытались демонизировать Россию, тем больше политиков, здравомыслящих, желающих убедиться самим о том, какие реалии сегодня в Крыму, в российском Крыму. И мы видим, что люди, приезжая, имеют возможность пообщаться с людьми. Люди говорят о тех радостных событиях, которые сопровождали дни референдума, когда выстраивались с 7 часов утра целые очереди. И для нас как бы это знаково, что каждый из них, вернувшись к себе домой, в своих парламентах, своим избирателям донесут правду о Крыме. Поэтому это знаково, это очень верно, и считаю, что мы на правильном пути. Сегодня делегация прибыла в Госсовет. Здесь в ходе встречи заместитель председателя Государственного совета республики Ремзи Ильясов рассказал о ситуации в Крыму, о положении крымских татар и о проделанной работе после воссоединения Крыма с Россией. После подписания закона о вхождении в состав Российской Федерации Республики Крым, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 21 апреля 2014 года подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа, болгарского, греческого, немецкого и армянского народов и поручил правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Крым и городом Севастополь принять меры по восстановлению справедливости и решению накопившихся проблем. В августе 2014 года правительством Российской Федерации была принята федеральная целевая программа развития Республики Крым и города Севастополь. Было также учтена программа возвращения обустройства репрессированных по национальному признаку, на что было заложено 10,3 миллиарда рублей. Член Палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик отмечает, для него важно узнать, как живут крымчане, не ущемляются ли их права. И за время пребывания на полуострове он успел пообщаться с местными жителями. Вчера мне получилось в Ялте, ходил по набережной, встречал людей, а потом задавал вопрос, как вы живете, хотите обратно или вы довольны? Где-то переговоры вел как минимум с 20 людьми. Это были молодые пары, пожилые люди, мужчины и женщины. У всех был один и тот же ответ. Мы довольны, мы рады, что так случилось. Получилось так, что встретила 2 мужчин. А задаю тоже вопрос, а как татарин? Один говорит, а я татарин, а это русский, а мы самые хорошие друзья. Но для представителей власти Крыма большим вопросом остается отмена санкций против Российской Федерации. Они надеются на дальнейшее сотрудничество. Я надеюсь, что в конце концов осознают, что этот выбор и снимут все санкции, чтобы могли спокойно, мирно жить люди, иметь, как говорится, достаточно возможностей развиваться, в том числе иметь ресурсы для того, чтобы мой народ
мог решать свои непосредственные вопросы обустройства. Это очень важно для нас. В делегацию иностранных политиков входят депутаты Европарламента и парламентов Великобритании, Чехии, Черногории, Сербии, а также политики из Киргизии и Бразилии. Сегодня члены делегации прибывают в столице. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Делегация также посетила Крымский инженерно-педагогический университет. Президент университета Февзи Якубов провел экскурсию для делегации и рассказал, что в университете обучается порядка 6 тысяч студентов, ведется подготовка по 26 специальностям. Он также пояснил, что важно рассказывать правду для иностранцев, чтобы они в свою очередь информировали своих граждан достоверной информацией. Они сегодня приехали в Крым, чтобы помочь снять санкции, поэтому они интересовались проблемами крымских татар в сфере образования и науки. Они интересовались тем, что нас волнует, а мы, в свою очередь, высказали свое мнение. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Эскендер Белялов рассказал при встрече с делегацией, что крымские татары за 3 года в составе Российской Федерации получили больше, чем за 23 года в составе Украины. Есть указ президента о реабилитации крымско-татарского народа и других репрессированных народов. Есть закон о репрессированных народах, это 91 года, подписанный Борисом Николаевичем Ельциным. Те 10,5 миллиардов, которые выделила Россия для именно депортированных, которых в основном 90% это крымские татары, в том, что строится мечеть, которую мы ждали много лет. Сейчас будет строиться 38 значимых объектов, и которые за несколько лет они будут построены. Нам надо сплотиться крымским татарам и помогать друг другу. Я думаю, все, что мы думаем, мы достигнем, но только в составе Российской Федерации. Представители делегации рассказывают, приехали в Крым, чтобы лично убедиться, какая ситуация сегодня на полуострове. Они также выступают за снятие западных санкций. В это же время в Украине готовы ввести санкции против приехавшей делегации в Крым. Но, как признаются делегаты, это их не пугает. И никакие вот такие вот запреты, придуманные, выдуманные там, или какие-то такие вот пугалки, понимаете, вот, они еще больше раздражают, еще больше, я не знаю, мобилизуют нас к тому, что мы должны все больше и больше искать таких сподвижников, консолидации сил. С удовольствием реагируем, мы приехали, мы видим, мы встречались с вашими людьми, буквально без всяких камер, без всяких, вот буквально вот люди шли, там гуляли и так далее. И очень многие говорили о том, что они себя стали чувствовать намного увереннее сейчас, намного увереннее. Вот. И вернуться в семью, опять-таки, это очень важно. Визит делегации на полуострове продлится до 21 марта. Напомним, Крымский полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. София Шукурова, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Дагестанская делегация во главе с руководителем Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым побывали в Крыму. Среди сотни дагестанцев, воевавших во время Великой Отечественной войны, был и отец главы республики Гаджимурат Абдулатипов, которого тяжело ранили в боях на Сапун-горе. В честь него на месте ранения Рамазан Бей установил памятное сооружение от благодарных земляков и посадил березу. Участники делегации вместе с севастопольскими ветеранами возложили цветы и разделили радость присоединения Крыма к Российской Федерации. В пункте пропуска Джанкой сотрудникам пограничного контроля выявлен гражданин Украины 91 года рождения. При проверке документов иностранца контролеру стало известно, что 26-летний мужчина объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел Севастополя. Еще один инцидент произошел в пункте пропуска Армянск. В процессе оформления документов гражданки Украины сотрудник управления установил, что предъявитель с недавнего времени объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления. Оба нарушителя переданы в МВД России по городу Армянску. До рассмотрения уголовных дел в судебном порядке в отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию. Об этом глава Украины сказал на заседании Совета региональной безопасности в Киеве. Президент Украины также отметил, что нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету. Как подчеркнул Петр Порошенко, организаторы блокады обманывали общество, поскольку это была не блокада, а спецоперация, направленная на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию. На прошлой неделе Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины прекратить грузовые перевозки с территории Донбасса до полного прекращения огня.
В квартале Долины города Судак успешно продолжается строительство детского сада на 260 мест. Возведение этого важного объекта в Судаке ведется согласно федеральной целевой программе социально-экономического развития полуострова. На его строительство запланировано освоить около 247 миллионов рублей. Тему продолжит Сабрия Халиляева. В Судаке началось строительство 3 детских садов общей вместимостью около 500 мест и новой школы для 800 учеников. Детский сад в микрорайоне Долинный, который будет рассчитан на 260 мест, долгожданный для местных жителей. Как отмечают местные жители, эти изменения начались лишь в последние годы. Садик, который вот начали строить, вы знаете, это так во благо. Это так нас обрадовало, что наши детишки, особенно в зимнее время, вот в метели, в холода, не поедут никуда, а будут именно здесь, в нашем поселке, обучаться. Как сообщил застройщик, детский сад будет двухэтажный. На строительном участке на данный момент работают 16 строителей. Детские сады такого плана строятся также в Бахчисарае и Джанкое. Сейчас у нас идет первичный цикл, то есть мы выходим, отрылись котлован, выходим с фундамента, льем цокольный этаж. То есть в графике идем мы, по графику идем в плане нормально, то есть даже не помешали погодные условия. По словам заместителя главы администрации города Судак Эмирсали Аблялимова, строительство дошкольного учреждения находится на контроле администрации города и службы капитального строительства. Начало строительства данного объекта декабрь 2016 года, окончание строительства 20 декабря 2017 года. Строительные работы идут по утвержденному графику. Я бы сказал, даже с опережением. Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. В Крыму отмечают 166-летие выдающегося крымско-татарского просветителя, писателя, издателя и общественного деятеля Исмаила Гаспринского. Жизнь и творчество великого сына крымско-татарского народа являются примером для многих, а его труды по-прежнему актуальны и востребованы не только в Крыму, но и во всем мире. Своей просветительской деятельностью, проходившей под лозунгом «Единство в языке, мыслях, делах», Исмаил Гаспринский внес большой вклад в дело сближения тюркских народов, развития их национальной культуры и политического самосознания. Имя Исмаила Бея Гаспринского стало для крымско-татарского народа символом возрождения, знаменем перемен, отказа от старых догм и стереотипов. Он был одним из самых известных педагогов-реформаторов конца 19-го, начала 20 веков. Им была написана и издана серия учебных пособий для национальных новометодных школ. Зачинатель дела просвещения крымско-татарского народа и ее лидер посвятил жизнь делу единения традиционной духовности с передовыми достижениями европейской культуры. В 1867 году Исмаил Бей начал преподавать в Бахчисарае в Занчырлы медресе. К сожалению, не всем ученикам поначалу нравились его нововведения. Для объявления перемены он использовал колокольчик. Ученики ему из-за этого делали замечания, потому что в религиозном учебном заведении нельзя было звонить в колокольчик. Он объяснял, что это колокольчик, а не какой-либо другой символ. Я в него звоню, чтобы объявить о перемене, но ученики не понимали. Его реформаторский дипломатичный подход ко всем вопросам имел свои положительные результаты. Лишь спустя годы бывшие ученики стали придерживаться идей великого просветителя. Эти ученики только через много лет начали понимать его идеи, значение его реформ в образовании. Через 30 лет его бывшие ученики, приходя к нему на могилу, рыдая, причитали: «Папочка». Исмаил Гаспринский путем дипломатии год за годом поменял мышление этих людей. В 1881 году Исмаил Гаспринский написал очерк под названием «Русское мусульманство. Мысли, заметки, наблюдения мусульманина». Это произведение стало своего рода интеллектуальным манифестом. Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева неоднократно отмечала значимость данной книги. Считает Гаспринского одним из известнейших просветителей конца 19-го, начала 20 века. Я считаю, что его труды знать необходимо, особенно сейчас, потому что всю свою жизнь он посвятил просвещению. Он был сам ректором некоторых гимназий в Бахчисарае. Бесспорно, был замечательным патриотом XIX века. Помните, что XIX век – это какой-то из патриотизма. Отечество – высшая ценность. Вот для него Отечество России – высшая ценность, ценность, в которую тюркские народы вошли и стали его составной частью. Талант и любовь к публицистике, желание принести пользу своему народу привели его к газетно-издательской и просветительской деятельности. Начиная с 1883 года и до конца своей жизни он издавал газеты «Терджиман-переводчик», «Милет Нация» и журналы «Алем и Нисван», «Мир женщин», «Ха-ха-ха», «Алем и Субьян», «Мир детей», а также ряд книг. Заместитель председателя Государственного совета Крыма Римзи Ильясов считает, что труды Исмаила Гаспринского актуальны и сегодня, а также являются дорожной карты для нашего народа.
Единство в языках, мыслях, делах – лозунг наших собраний. Этим самым мы показываем, кем для нас является Исмаил Гаспринский, какой вклад он внес в наш народ. Он для нас пример для подражания. Он призывал учиться быть образованными. Он говорил, почему раньше люди были более образованнее, чем сейчас. Почему же мы отстали от Европы? Поэтому нужно учиться. Знания на первом месте. Исмаил Гаспринский говорил об этом более 100 лет тому назад. В 1910 году за социально-политическую и культурно-просветительскую деятельность французским журналом его кандидатура была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. Исмаил Гаспринский скончался в сентябре 1914 года и был похоронен в Бахчисарае на территории Занджирлы-Медресе. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Симферополе состоялось торжественное открытие всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы главы Республики Крым. Соревнования приурочены к 3-й годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В церемонии приняли участие глава Республики Крым, почетный президент Федерации спортивной борьбы Сергей Аксенов, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион Рустем Казаков и представители профильного министерства. За ходом соревнований следила и наша съемочная группа. В соревнованиях приняли участие свыше 250 сильнейших борцов не только из разных уголков Крыма, но и из Севастополя, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии, Адыгеи, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга. Прибыли и спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик, и даже Узбекистана. Среди них неоднократные победители, призеры и участники Олимпийских игр, престижных международных и всероссийских соревнований. Исходя из состава участников, в этом году турнир по спортивной борьбе на призы главы Республики Крым можно назвать не только традиционным, но и международным. Открывая мероприятие, Сергей Аксенов поздравил всех присутствующих с праздником. Под руководством нашего президента совершили чудо. Крым вернулся на историческую родину. И навсегда. Это уже никто не оспорит, никогда и не изменит. Наша задача создать вам реальные условия, комфортные для проживания, отдыха, восстановления, с тем, чтобы соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Вот рад, что сегодня присутствуют на ковре здесь действительно знаменитые борцы. Михаил Геннадьевич Мамиашвили, мой друг, он действительно уделяет сейчас внимание Республике Крым, причем повышенное. И вот тот состав, который привезли сегодня наши гости, показывает, что к этому турниру очень большое внимание. Президент Федерации спортивной борьбы России, заслуженный тренер СССР и России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили присоединился к поздравлениям и пожелал спортсменам удачи в поединках. Хотел бы пожелать всем успехов, надежд. А для того, чтобы это реализовалось, задача стоит действительно очень серьезная и колоссальная. И реализовать их могут только сильные люди, с сильными руководителями, такими как является Сергей Аксенов, за которым пошли люди, поверили ему, он поверил людям. В торжественном открытии соревнований также принял участие президент Федерации спортивной борьбы Республики Крым Джемал Джангабегов. За весомый вклад в развитие спортивной борьбы в Крыму Джемал Джангабегов вручил Сергею Аксенову специальный памятный кубок. Ребята, желаю, чтобы вы показали достойную борьбу. Желаю вам побольше патриотизма и пусть победит сильнейший. Вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Крым, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион Рустем Казаков говорит, этот турнир дает возможности показать себя, отобраться на первенство России на международные соревнования. Многие борцы из всех городов России приезжают на этот турнир. Все молодые ребята, все крымские борцы борются на этом турнире. Я считаю, это почетное место, если первое место занимает, становится мастером спорта. Перед гостями и участниками турнира выступили и творческие коллективы Крыма, среди которых известный крымско-татарский ансамбль «Крым». А также гости из Южной Осетии, танцевальный ансамбль «Асса». Вице-президент спортивного клуба «Батыр-богатырь» Асан Нурлаев говорит, достичь высокого уровня в спорте помогает поддержка крымских властей. Это большое достоинство наших спортсменов и большая помощь нас, меценатов и тех людей, которые помогали в свое время достичь таких турниров. Наши спортсмены на протяжении этих многих лет они достигли мастерства. У нас на сегодняшний день 80% из всех ребят, которые занимаются греко-римской вольной борьбой,
у нас где-то крымско-татарская национальность, и мы гордимся за нее. Чемпион России и тренер команды, прибывший с Краснодарского края Дилявер Аджибекиров, рассказал, их команды находятся в теплых товарищеских отношениях с командой Республики Крым. Отметил, для получения какого-либо результата нужно регулярно тренироваться. Мы приехали участвовать в турнире по борьбе. Кроме этого, мы регулярно встречаем команду сборной Крыма у нас в Краснодаре. Мы дружим и вместе стремимся развиваться в этом русле. Каждый участник серьезно настроен к турниру. 18-летний Азиз Яяев уже неоднократно успешно принимал участие во многих всекрымских турнирах. В этот раз также настроен решительно. К этим соревнованиям я готовился на протяжении месяца. Гонял вес, подгонял, тренировался нормально. Конечно, будем стараться показать лучшую борьбу. Турнир высокого уровня. Хорошо побороться. Там ковер покажет. Мастер спорта России, чемпион мира Алирза Гусейнов на соревнования в Крым приехал с Ямало-Ненецкого автономного округа. Говорит, борьба для него не только увлечение, это вся его жизнь. К этим соревнованиям я готовился, наверное, месяц упорно. А так в стабильном режиме занимался. От этих соревнований мы ожидаем только победы, развития. Конкуренцию хорошую ждем. Много народу приехало. Очень рады, очень готовы. Борьба покажет. Все победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками и дипломами. Фатиме Сейтмамут, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В Молодежном состоялся матч открытого чемпионата Крыма среди любительских команд. Ялтинский «Кызылташ» встретился с Крымтеплицей-2. О том, как прошел матч и каков результат, в нашем следующем сюжете. Несмотря на ветреную погоду, матч выдался интенсивным и, что называется, на скоростях. Было заметно, как команды соскучились по победам и футболу после зимнего перерыва. Первый тайм был полон атак и борьбы. И можно сказать, что стал ключевым в этом матче. Удаление, 4 желтые карточки и 2 забитых гола обеими командами – все это пришлось на первый отрезок матча. Несмотря на довольно-таки ранний пропущенный гол в ворота Кызылташа со стандарта, крымско-татарская команда смогла быстро ответить тепличникам, четко реализовав пенальти уже спустя 7 минут. Наверное, где-то ребята подумали, что все, игра сделана, 1-1, забили с пенальти, 1-1 и, сломя голову, бросились вперед. Не нужно было этого делать, нужно было продолжать играть свою игру. Поэтому, я думаю, не реализовали свои моменты. Любой матч – это опыт. И поэтому и с поражения, и с ничьих, и с побед нужно делать какие-то выводы. Мы будем делать выводы дальше. Президент Кызылташа Альберт Куршутов признается, что ничья никак не устраивает команду. Сегодня перед коллективом стоят самые высокие цели и задачи – выйти в премьер-лигу КФС. Команда прогрессирует с каждым разом, ищет новые схемы и тактики, старается быть гибкой и играть в современный атакующий футбол. Задача выигрывать, задача тренироваться. Есть, в принципе, сегодня есть полноценный состав, есть равноценные замены. Вот, теперь нужно, чтобы ребята сыгрались, и все-таки мы поменяли схему, перешли на новые тактические, технические такие вот схемы игровые. И вот нужно, чтобы команды влились в эти схемы и начали играть по-новому. Мы хотим попасть в премьер-лигу, есть такие задачи перед игроками, перед самим собой. Вот. Я думаю, что если у ребят будет желание, я думаю, что к тому профессионализму, который у них есть, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы побеждать. Кызылташ во втором тайме имел явное преимущество. Тепличники вынуждены были играть не в свой футбол, так как остались в первом тайме в меньшинстве за грубый фол игрока хозяев. Крымтеплица выбрала для себя стратегию игры на контратаках, стараясь поймать Кызылташ на ошибки, молниеносно провести атаку и забить заветный мяч. Однако на 71-й минуте за нарушение правил судья показал второй горчичник ялтинцу, за что был удален с поля. Команды выровнялись в составах. Конец второго тайма стал осторожным. Никто не хотел ошибиться ценой гола, который, скорее всего, и определил бы победителя поединка. Тут игра была равных соперников, желанием. Конечно, в первом тайме немножко нам было тяжело, потому что играли против ветра. Кызылташ имел преимущество, но сумели со стандарта забить гол, еще могли забить. Ошибка молодости, молодых неопытных ребят, которая привела к пенальти. Я думаю, второй тайм, оставшись 10 ребята, конечно, я думаю, рисунок не поменялся, ребята старались, играли. Я думаю, шанс уравнял удаление в команде соперника. И игра выровнялась, на встречный курс пошла. То есть достойные победы были и те, я считаю.
по моментам, если так взять, достойны были те. Но победила дружба. Для футболистов Кызылташа этот матч был принципиален не только в турнирном значении, а еще и присутствовала жажда отомстить за обидное и разгромное поражение в первом круге 0-4. Кызылташ мог несколько раз отличиться и вырвать выездную победу. Штанга, выход 1-1, перекладина. Футбольная фортуна оказалась неблагосклонна к ялтинцам. Футболист Кызылташа Энвер Абибулаев отмечает, что из этого матча извлекли много уроков. Самое важное – необходимо хладнокровно научиться реализовывать свои моменты. Матч очень тяжелый, мы забили свои моменты, должны были выигрывать. Красная карточка была не нужна, стало меньше, тяжелее было. Нападающий у нас много моментов, почти не забили. Один гол, да, понятно, с пенальти. Не знаю, должны были выигрывать, не получилось немножко. Ну ничего, будем стараться дальше. Ничья, конечно, нас не устраивает, хотим все победы. Надо стремиться забивать голы, потому что это не дело. Сколько моментов, один гол в таком матче. Крымско-татарская команда «Кызылташ», несмотря на свой молодой возраст, уже имеет немало болельщиков. Дилявер Кайданов каждый раз приходит поддержать любимую команду всей семьей. Я регулярно прихожу, регулярно болею, да, душой болею, сердцем болею. Иногда охота побежать самому, там побегать. Как известно, 12-й игрок – это болельщик клуба. Перед ялтинской командой стоят большие задачи в будущем. И она нуждается в поддержке болельщиков, своих соотечественников. И это большой фактор в развитии инфраструктуры клуба. Все любители футбола могут прийти на Кызылташ 25 марта на стадион «Дружба», где в 14:00 состоится матч против Сахского «Динамо», а 23 марта в 14:00 пройдет товарищеская игра против команды из профессиональной футбольной лиги России Раменского футбольного клуба «Сатурна» на стадионе «Скиф». Асан Абибулаев, Умир Мустафаев, телеканал «Милет». Жители Сахского района отметили праздник весны Наврез-Байрам. Гостей ожидала яркая концертная программа. На празднике присутствовали горожане, а также гости. Концерт посетила и наша съемочная группа «Лиля Виджат» продолжит. В селе Сизовка Сахского района при поддержке организации «Инкишаф» и местных властей прошла яркая концертная программа, посвященная празднику весны Наврез-Байрам. Для крымских татар этот праздник олицетворяет рождение Нового года, уважение и любовь к земле, ее дарам. В программе праздника было выступление почетных гостей и концертная программа «Мераба Наврез» с участием творческих коллективов Сахского района. Как отмечает член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент региональной общественной организации «Инкишаф» Искендер Белялов, для крымских татар это особый праздник, способствующий сохранению нашей культуры. Праздник Наврез, он пришел очень с далеких времен. Это вообще праздник многих народов, и тюрков, и других народов. Этот праздник очень важен для крымско-татарского народа, так как он имеет очень глубокие корни. Все праздники важны одним, что собирается народ, собираются вместе, есть общение. Накануне праздника женщины готовят белую халву, пекут кубяте, готовят суп из курицы с лапшой. Считается хорошей приметой, если лапша убежит из кастрюли, значит год будет урожайным. В этот день девочки и мальчики одеты в праздничные наряды зеленого цвета, олицетворяющие пробуждение природы. Крымско-татарский народ чтит эти традиции и обычаи. В рамках празднования Наврез-Байрама на территории Сизовского дома культуры под патронатом администрации Сахского района мы проводим такое вот масштабное мероприятие Навруз-Байрам. Мы проводим это мероприятие регулярно в Сахском районе, и мы специально выбрали этот поселок не просто Сизовка, то, что проводилось это в Сахском районе, каждый год это в разных селах и в администрациях проводится, для того, чтобы наши обычаи знали и другие народы тоже. Художественный руководитель Сизовского дома культуры Марина Бабенко уже 15 лет преподает национальные крымско-татарские танцы. Такие праздники сплочают наш народ. Мы больше проявляем друг другу внимание, солидарность, дружбу. Пока я руковожу этим коллективом, я до такой степени люблю крымско-татарские танцы. Я просто в них влюбилась, в эти прекрасные руки. В концерте приняли участие дети разных возрастов, подготовив яркую программу. Праздник весны и атмосфера, насыщенная национальным крымско-татарским колоритом, порадовала детей, родителей и гостей. Одновременно с концертом была представлена выставка крымско-татарской печатной и сувенирной продукции. Ливиза Сидбелялова, Лиля Виджат, Асан Зивадинов, телеканал Милет. На сегодня это все новости. Следующий выпуск «Хаберлер» смотрите уже завтра в привычное время 13:30. Эфир будет вести Асан Абибулаев. Приятного вечера.